Беспощадность Китая, ставшего причиной всемирной пандемии коронавируса, не знает границ. Одна из свидетельниц лагерей рассказала, что в отношении узников применяются пытки, изобретенные нацистами. После неоднократных обращений к властям Казахстана супругу Турсунай Зайнауддин удалось добиться разрешения на переезд. В октябре прошлого года китайские власти позволили им покинуть Восточный Туркестан при условии неразглашения информации о лагерях и применяемых пытках в отношении узников. Женщина вспоминает пережитое ею следующими словами. В отношении жителей Восточного Туркестана совершается геноцид. Я видела своими глазами, как женщины и девушки подвергались насилию. Многие талантливые люди и ученые были убиты. В результате жестоких пыток многие узники теряют рассудок. Беспредел и беззаконие китайских властей имеет огромные масштабы. Все жители уйгурского региона находятся под угрозой исчезновения. Писатель-теолог Омар Донгель-Оглу скончался в больнице, где проходил лечение от китайского вируса. Сегодня Омара Донгель-Оглу, который известен постоянными молитвами за угнетенных мусульман Восточного Туркестана, вспоминают добрым словом и благодарностью. Председатель культурно-информационного центра Восточного Туркестана Абдулджалил Карагаш выразил свои соболезнования следующими словами. «Я прошу Всевышнего помиловать нашего брата Омара Донгель-Оглу, который не справился с коварным китайским вирусом, и выражаю свои соболезнования его родным и близким. До сегодняшнего дня вместе с ним мы преодолели множество трудностей, поддерживая друг друга и разделяя общее дело. Вечная память нашему учителю, да обрадует его Аллах раем». Министерство внутренней безопасности США заявило, что китайское правительство намеренно скрыло информацию об эпидемии коронавируса нового типа, который появился в Ухане, и степени его заразности, чтобы увеличить свои медицинские запасы. По сообщениям информационного агентства AP, Министерство внутренней безопасности подготовило 4-страничный отчет о виновности Китая в распространении эпидемии COVID-19. В докладе указывается, что вместе с намеренным сокрытием информации китайское правительство попыталось убедить мир в незначительности данной эпидемии. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что у американской разведки имеются убедительные доказательства того, что COVID-19 был распространен из китайской лаборатории. В правительстве США обеспокоены тем, что в тендере на строительство установки по очистке морской воды в Израиле, стоимость которой составит $1,5 миллиарда, в первую двойку попала китайская фирма. О начале тендера на строительство установки 40B в районе Нахал-Сорейк, расположенном на севере Израиля, объявил телеканал 13. В двойку первых попала китайская компания Hutchison Water International, в связи с чем власти США передали Израилю свою обеспокоенность. Ранее Вашингтон предупреждал Тель-Авив о том, что доля китайских фирм на израильском рынке заметно увеличилась. На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба. Как сообщили в Генштабе военных сил Южной Кореи, инцидент произошел в 7 часов 41 по местному времени. Северокорейские военные произвели несколько выстрелов по военному блокпосту в Южной Корее. Спустя короткое время южнокорейские военные открыли ответный огонь. Пострадавших в результате стрельбы нет. Военные чины Южной Кореи пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.